31 октября 2013 года состоялось очередное заседание Думы Нижнеилимского муниципального района. Депутатами Думы рассмотрено 20 вопросов. Мэр района Николай Иванович Тюхтяев представил депутатам Думы информацию о работе администрации Нижнеилимского муниципального района в межсессионный период и доложил об обстановке дел в районе. Наиболее важными вопросами из числа рассмотренных были внесение изменений и дополнений в устав муниципального образования Нижнеилимский район, основной документ района. Кроме того, что изменения носят уточняющий характер, устав дополнен положениями о новых основаниях досрочного прекращения полномочий мэра Нижнеилимского муниципального района. Теперь полномочия мэра района также могут быть прекращены в связи с утратой доверия президента Российской Федерации в случаях несоблюдения мэром Нижнеилимского муниципального района, его супругом, супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного федеральным законом о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Установление в отношении избранного на муниципальных выборах мэра Нижнеилимского муниципального района факта открытия или наличия счетов, хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владение и пользование иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах мэра Нижнеилимского муниципального района. Принятое Думой решение о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Нижнеилимский район будет направлено в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области для государственной регистрации. Зарегистрированные поправки вступят в силу после их официального опубликования. Изменения также внесены и в бюджет района на 2013 год, и на плановый период 2014 и 2015 годов. Изменения местного бюджета связаны с созданием муниципального казенного учреждения «Сервисный центр», а также носят уточняющий характер. По итогам рассмотрения предложенных изменений доходная и расходная часть местного бюджета в 2013 году увеличены на 4 миллиона 148 тысяч рублей. Данная сумма направлена в том числе на оплату коммунальных услуг, на оплату труда с начислениями работников органов местного самоуправления и работников культуры, а также на выплаты по исполнительным листам. Депутаты Думы вернулись к рассмотрению вопроса об установлении официальных символов района – герба и флага. Геральдическое описание установленного герба Нижнеилимского района гласит: в рассеченном золотом и зеленом поле вписанная вверху и внизу ель переменных цветов, поверх которой пониженно расположенная золотая башня с двухъярусной черной кровлей. Герб района будет воспроизводиться с вольной частью, четырехугольником, примыкающим к верхнему правому углу герба, с воспроизведенными в нем фигурами из герба Иркутской области. Флаг Нижнеилимского района представляет прямоугольное двустороннее полотнище с отношением ширины к длине 2 к 3, состоящее из двух равных вертикальных полос желтого и зеленого цвета. В середине полотнища изображена упирающаяся вершиной в верхний край и нисходящая внизу в нижние углы двухцветная ель, зеленая на желтой части полотнища и желтая на зеленой части. На ели ближе к нижнему краю полотнища изображена желтая деревянная башня с черной двухъярусной крышей. Символика официальных символов Нижнеилимского района раскрывает исторические и природные особенности района. Она многозначна. Ель переменных цветов символизирует богатую флору района. Вечно зеленые ели, сосны и кедры – зелень. И те деревья, которые по осени желтеют – золото. А затем сбрасывают свои листья – лиственницы, осины, березы. Крона ели, напоминающая волнистые края реки, аллегорически показывает водные ресурсы района, в том числе нижнее течение реки Илим, давшей название району. Изображение деревянной башни символизирует Илимский острог, основанный в 1630 году, ставший центром Ленского волока и Большого уезда, снабжавшего хлебом Якутию. Отсюда в 1647 году Хабаровым была снаряжена экспедиция на Амур. Золотые и зеленые части по сторонам от ели символизируют знаменитые Илимские пашни и тайгу с многочисленными дикоросами. Золото – символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая. Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.
Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность. Подробное обоснование символики герба и флага Нижнеилимского района, порядок их воспроизведения и использования даются в утвержденных депутатами Думы положениях о гербе и о флаге муниципального образования Нижнеилимский район. Установленные символы района будут направлены на регистрацию в Геральдический совет при президенте Российской Федерации. В целях противодействия коррупции депутатами Думы определен порядок представления мэром района и председателем Думы, осуществляющих полномочия на постоянной основе, сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг и несовершеннолетних детей. Представляемые ежегодно сведения будут подвергаться проверке на предмет их полноты и достоверности и размещаться на официальном сайте района. На заседании Думы сформирован молодежный парламент Нижнеилимского района. Он состоит из 21 молодого депутата в возрасте от 16 до 30 лет, по одному от каждого поселения района, 4 от города Железногорска-Илимского и 2 от Новоигирминского поселения. 22 ноября этого года молодежный парламент проведет свое первое организационное заседание, на котором депутаты молодежного парламента будут ознакомлены с документами по вопросам организации деятельности парламента.